Компартия никого не обманывает. Она не говорит: голосуйте за Тельмана, и у вас будет хлеб и работа. Она говорит: от вас самих все зависит. Решающее слово должен сказать народ. Война или мир? Мрак или свет? Гитлер или Тельман? Только в единстве мощь рабочего класса. Только в борьбе сплачивает он свои ряды. Отново в предните линии на борбата. Заседава седмият конгрес на Коминтерна. Димитров изнася основния доклад. Самовласти товарищи, как правилно его охарактеризирал 13-ти пленум исполкома Коммунистического интернационала. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее политических элементов финансового капитала. Самая реакционная разновидность фашизма – это фашизм германского типа. Он нагло именует себя национал-социализмом, не имея ничего общего с социализмом. Гитлеровский фашизм – это не только буржуазный национализм, это звериный шовинизм. Это правительственная система политицизма, система провокации и пыток в отношении рабочего класса и революционных элементов крестьянства, мелкой буржуазии и интеллигенции. Это средневековое варварство и зверство. Это необузданная агрессия по отношению других народов и стран. Фашизм внешней политики – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Материалите на седмия конгрес проникваха в България под всевъзможни невинни заглавия. Драги другарю Димитров, с огромен интерес прочетохме твоя великолепен доклад, който с болшевишка ясност и убедителност посочва пътищата на победата над фашизма и тържеството на пролетарската революция. Нашата партия, славната българска комунистическа партия и героичният български пролетариат са горди, че са могли да издигнат от своята среда такъв достоен кормчия на Коминтерна. Георги Димитров бе избран за генерален секретар на Комунистическия интернационал.